Открытое акционерное товариство «Вулькавский рассвет» – одна з 14 сельгасарганізацый Лаўнінецкага района, хто найбольш пацярпеў ад наступстваў стыхіі. Моцныя дажджы за одну ноч выдалі месячную норму ападкаў і накрылі сотні гектараў палёў. З 910 гектараў яравых і зернебабовых падтопленыя сёння каля 30% плошчы, залітыя вадой і каля 75% сотак гатункавай бульбы. Картофель и овощи. Самое больше пострадали картофель и овощи, но на данный момент яровые, зерновые, ранние, будем смотреть чуть позже, в зависимости от погоды. Возможно, и яровые, и зерновые тоже под 30% может быть и не будут. Градкі, дзе ўжо паспела ўзысці гібридная голландская морква, сёння нагадваюць рысавыя палі. Вада тут стаіць з пятніцы, нават прайсці цяжка. Каля 60 гектараў у годзе ў дадзены момант павінны засейвацца кармамі, але глеба тэхніку сюды не пускае. Вільгаці ў ёй зараз на 20% больш, чым таго патрабуе норма. Это через неделю, через две будем видеть реальный ущерб. Где-то что-то будет пересеваться однолеткой, будет на корм, где-то что-то будет пересматриваться. Аналогичная ситуация и на суседних фермерских полях. На гектарах морквы у приватной господарцы Кипцевич целые озеры. Ситуацию ускладняют пераполненные мелиоративные каналы, где такую необходную вясную вильгать рупліва захоўвалі увесь засушлівы красавік. У нас в сельскохозяйственном использовании чуть более 60 тысяч гектаров. Значит, на них построен сложный инженерный комплекс, насосные станции, труборегуляторы, шлюзорегуляторы. До настоящего времени труборегуляторы и шлюзорегуляторы работали в режиме задержания влаги для создания необходимого водно-воздушного режима почв на мелиорированных землях. А тут сложилась такая ситуация, что необходимо, наоборот, было их открывать для того, чтобы сбросить лишнее количество воды. По словах Виктора Климовича, для ликвидации наступстваў падтаплення были адразу уключены 7 польдарных насосных станций уздоўж поймы Припяти и еще одна на водосховище Собельское. Кроме того, все работники предприятия, которые принимают участие, и линейные специалисты разъехались и работали 17, 18, 19 на открытием регулирующих сооружений, в первую очередь на основных водотоках, это каналах магистральных, затем на каналах второго порядка. Основный пик воды зараз зняты. На объектах предприемства уровень воды у среднем снижены на 10-15 сантиметров. Работы по ликвидации наступстваў стихии протягиваются. Татьяна Будгусаим, Людмила Салзна, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».